Мы продолжаем говорить об экспонатах Абхазского госмузея, и сегодня мы вам расскажем о каменной летописи флоры Абхазии. Флора Абхазии очень богатая и уникальная. Сегодня она насчитывает около 2000 растений, которые являются составной частью растений Евразии. Это богатая флора. И очень много сегодня реликтов и эндемов. То есть каждое четвертое растение на территории Абхазии является реликтом, или же на Кавказе, но нигде более в мире не встречается. Эндемики от греческого «местный» – специфическая составная часть какой-либо флоры, фауны. К эндемикам относят виды, роды, семейства животных и растений, представители которых обитают на относительно ограниченном ареале, представлены небольшой географической областью. Эндемичные виды растений и животных в связи с ограниченным ареалом и, следовательно, ограниченной численностью часто заносятся в красные книги как редкие или исчезающие виды. Произошло это потому, что растительность Абхазии в период оледенения, она как бы опустилась ниже, на юг, к Черному морю, к территории Черного моря, и она сохранилась там. Только благодаря этому и влиянию теплого моря сегодня они являются реликтами и эндемами. Здесь вот вы видите 5 картинок, которые показывают растительный ландшафт и как он образовался на планете Земля. Начинается он с палеозоя 400 миллионов лет. Следующий геологический период – это мезозой Юра, 180 лет. Тут уже начинают господствовать папоротники, начинают хвощевые появляться и голосеменные растения. Следующий период – это кайнозой или олигоцен, 40 миллионов лет. Появляется болотистая растительность, затем образуются бурые угли. То есть здесь уже господствует болотный кипарис, господствуют покрытосеменные растения. И следующий – это кайнозой миоцен. Это самая богатая флора, где начинается буйное развитие растительности. Тут уже начинают господствовать хвойные леса, покрытосеменные растения, широколиственные леса, и появляются вечно зеленые леса. Затем происходит плейстоцен или ледниковый период, когда вся эта бурная растительность начинает вымирать, и господствует флора тундры и лесотундры. Самая богатая флора, как мы уже сказали, этого периода кайнозой миоцен, то есть плеоценовая флора, которая очень хорошо представлена на стенде. Кадорское проявление вот этих вот всех экспонатов. Хочется сказать, как получился такой стенд. В 1950 году учитель Атарской школы начал собирать вот такие остатки листьев. И когда Сухумский ботанический сад решил посмотреть, что это за место и где вот такое количество у этого человека собралось, решили исследовать это место. Было организовано 8 экспедиций, возглавлял эту экспедицию Альфред Алексеевич Колоковский. Туда входили его супруга Вита Савельевна Колоковская, а также Шакрыл Александра Константиновна, Ратиани и многие другие. Исследовали левобережье реки Кадор. С 1951 по 1961 год, практически 10 лет, изучали вот эти растения, отпечатки растений. Но было собрано где-то 1500 экспонатов, но у нас не было в Абхазии таких лабораторий, чтобы работать над ними, поэтому было решено отправить в Ленинград,
чтобы произвести биометрические, анатомическое исследование отпечатков. Это длительная была история, все-таки 10 лет. Ну и пришли к выводу после изучения, что 180 видов было выявлено, из них 90 были совершенно новые. Это просто уникальное вот такое явление было. Хочется сказать, что Альфред Алексеевич Колоковский, вот самые лучшие образцы были переданы в Абхазский госмузей, и он самолично контролировал и подготовлял этот стенд. И тут мы видим богатство, вот то, что было исследовано, богатство третичной флоры. То есть здесь, посмотрите, отпечаток листа и рядом современный лист, который сегодня произрастает совершенно спокойно. Это несколько видов дубов, это дуб Сосновского, дуб пробковый, который сегодня у нас встречается, современный лист, дуб Кадорский, дуб Кубинский и многие другие. Очень много видов ольхи. И настолько хорошие отпечатки, что даже сережка, вот видна ольховая сережка. Гинка билоба. Это голотип его, а официналис, а сегодня гинка билоба. То же самое ильм. Настолько вот хорошо было отпечатано, вот смотрите, ольха полусердцевидная и рядом современно то, что сегодня произрастает. Конфетное дерево, земляничное дерево, большое количество кустарников и большое количество и разнообразие папоротникообразных. Также в нижней части можно было встретить камелию абхазскую, сегодняшняя камелия, вот здесь она представлена, падуб роговидный, падуб устрашающий, это голотип доледникового растения, и сегодня что растет, бамбук, конфетное дерево, земляничное дерево. А тут вот даже видно, настолько отпечаток хорошо был сохранен, даже эпидермис верхнего и нижнего листа, клеточное строение. А бамбук занимал очень обширные территории, вот голотип этого бамбука и то, что сегодня. Но сегодня в большом количестве его близко родственный вид, он находится в Японии и Китае. Почему проделана такая большая работа? Почему вот это все выявлено? Чтобы показать обилие флоры, чтобы показать то, что, как она развивалась, какая она была. Мы многое потеряли, конечно, не все виды сохранились, они вымерли, но можно их интродуцировать и вернуть их на свою историческую родину. Хочется показать вам обилие растений дубово-грабового леса. Вот на такой маленькой части тут вы можете увидеть и дуб, и каштан, и земляничное дерево. Многие доледниковые реликты и эндемы сохранились до наших дней и представлены на этом стенде.